Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Манова. Сегодня в выпуске. Организация проведения ЕГЭ, реализация национального проекта образования. Инту посетила министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Спасаясь от бомбежек и обстрелов, жители Луганской и Донецкой народных республик покидают свои дома. Несколько человек нашли убежище в Приполярье. Автомобилистам станет ездить удобнее. В Инте начали наносить дорожную разметку. Воспитание экологической культуры и бережного отношения к природе. Школьников учат заботиться об окружающем мире. В Инте с визитом побывала министр образования Республики Коми Наталья Якимова. Ее рабочая программа была насыщенной: посещение пункта проведения экзаменов, осмотр нескольких учреждений, прием по личным вопросам и встреча с руководством округа. Заключительным объектом, который посетила Наталья Якимова, стала школа номер 9. Профессиональная деятельность министра образования постоянно связана с визитами во все муниципальные образования региона. Плановая командировка Натальи Якимовой в Инту проходила в течение одного рабочего дня. Планов было много, практически все реализовано. Утро наше началось с посещения пункта проведения экзамена. Сегодня наши девятиклассники сдавали экзамен по обществознанию. И важно было посмотреть, как организован процесс, все ли порядки соблюдены, комфортно ли детям. Поэтому вот утро мое началось в гимназии, и мы посмотрели, как организован процесс сдачи экзамена по обществознанию. Далее мы посетили нашу специальную коррекционную школу номер 43. Там у нас обучаются почти 70 деток с особыми потребностями и с особой организацией образовательного процесса. Посетили мы детский сад «Рябинушка», большой садик, который состоит из 2 корпусов. Не первый раз я уже в нем и смотрю, как реализуются различные проекты, как идет реализация средств, которые мы выделяем из республиканского бюджета на укрепление материально-технической базы. Ну и поделился руководитель планами на это лето, на перспективу. Конечно, мы провели рабочую встречу с руководством города, с Владимиром Алексеевичем, с его заместителями. То есть нам важно понимать, в какой ситуации и финансовой, и материально-технической находится отрасль образования, какие кадровые у нас возможности, какая потребность, как реализуются те или иные инициативы, в том числе мероприятия нацпроекта на территории Инты. Поэтому достаточно плодотворно мы поработали. Я провела личный прием граждан. Граждане приходили по разным вопросам. Постаралась дать исчерпывающие ответы, что-то взяла на заметку, вопросы все будут решены. Ну и сейчас вот мы находимся в средней общеобразовательной школе номер 9. Школа интересна тем, что, во-первых, она в центре города, и здесь много обучающихся. Эта школа активно участвует в реализации нацпроекта образования, и точку роста они открыли уже по естественно-научному направлению, вот буквально в прошлом году, и активно приняли участие в цифровой образовательной среде, и много других проектов они подхватывают и реализуют. И все эти проекты, они, конечно, в первую очередь повышают качество образования непосредственно в этой школе. Поэтому практически вот все запланированное сегодня реализовано. В 2021 году в школе номер 9 в рамках национального проекта образования появился центр естественно-технологической направленности «Точка роста». Это 3 кабинета, оснащенные по последнему слову техники. Использование оборудования «Точки роста» помогло привлечь больше детей, заинтересовать детей в изучении данных предметов, таких как биология, химия, физика, астрономия, информатика, технология. Мы распределили данное оборудование по 3 лабораториям. Это технологическая лаборатория, в которой мы сейчас находимся, химико-биологическая лаборатория и физическая лаборатория. Ребята активно занимаются в данных лабораториях, проводят занятия как внеурочной деятельности, так и дополнительного образования и урочной деятельности. Проект «Точка роста» воплощается в жизнь на условиях софинансирования муниципального и республиканского бюджетов. Конечно, основная сумма предоставляется регионам. За счет выделенных денег было закуплено оборудование и новая мебель, цифровые лаборатории, микроскопы, приборы по электродинамике, молекулярной физике и оптике. Данное оборудование помогает учащимся в практической деятельности по таким предметам, как физика, химия и биология. В основном мы работаем со старшими классами, но у нас в будущем предполагаем, что будем еще больше вовлекать и начальное звено. Но в этом году у нас проводились занятия по окружающему миру. Ребята приходили 1 раз в месяц со всем классом в кабинете, работали с оборудованием, знакомились с коллекциями, с интересными муляжами, которые вы увидите в кабинете.
Им очень нравится это все. Они проводят здесь, играют за компьютерами, то есть занимаются, учатся азам работы на компьютерах. Ну и робототехника, конечно, тоже. В школе номер 9 обучается 385 детей. 10 из них – это интинцы с особенностями в развитии и здоровье. Задача сотрудников образовательного учреждения – предоставить им необходимые условия для учебы и отдыха. Так, в школе с 2016 года работает сенсорная комната и кабинет психолога. Вы педагог-психолог. Педагог-психолог. Ну, сами понимаете, да, к сожалению, дети сейчас уже приходят в школу с повышенной тревожностью, с повышенной утомляемостью. Учебные нагрузки тоже приводят к умственному, да, утомляемости. И вот комната как раз является хорошим профилактическим средством для снятия эмоционального напряжения, в первую очередь. Также здесь можно вот и отдохнуть, расслабиться. В нашем городе не только в 9 уделяют особое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья. В коррекционной школе номер 43 обучается 73 интинца. Для них была создана современная образовательная среда, которая не только сохраняет, но и укрепляет их здоровье, подстраивается под особенности развития и возможности каждого обучающегося. Создать комфортные условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в школе удалось благодаря участию в национальном проекте образования. У нас на территории НТ работает государственная общеобразовательная специальная коррекционная школа номер 43. И сегодня мы тоже были в этой школе. В прошлом году в школе реализован мероприятие нацпроекта «Доброштаб», «Добрая школа», по-разному можно называть. В чем суть этого проекта? Мы, во-первых, отремонтировали очень много помещений. Они современные, они светлые, они уютные, они красивые. Но и самое главное, мы почти на 8 миллионов закупили различного оборудования. То есть сегодня, если мы посмотрим на эту школу, зайдем внутрь, пройдемся по кабинетам, мы увидим много мастерских, в том числе штукатурно-малярную мастерскую, то есть мастерскую труда, швейную мастерскую. Есть студия анимации, прекрасно оснащенные кабинеты логопеда, дефектолога, психолога, спортзал, тренажерный зал. То есть это все то, что необходимо деткам с особыми образовательными потребностями. Да, у них есть где-то трудности в обучении, но для этих детей самое важное – это активное вовлечение в труд и в практическую деятельность. И вот те мастерские, которые созданы благодаря нацпроекту образования, они позволяют им учиться интересно, с увлечением и развивают в них навыки, которые пригодятся для дальнейшей жизни. У нас оснащена очень прекрасная комната социально-бытовой ориентации. То есть это такое место, где дети учатся жить, учатся готовить, учатся взаимодействовать с социумом, учатся ходить в магазины, платить по счетам. Ну, то есть вот все вот это необходимо им в дальнейшей жизни. Просто им это чуть сложнее дается, чем, наверное, детям, которые учатся в простой школе. Поэтому условия созданы хорошие. Это также влияет и на качество их образования и позволяет им выбрать будущую профессию, потому что их обучение на этапе коррекционной школы не заканчивается, они также получают профессию, и это позволяет как раз им определиться, что они хотят. Очень многие наши детки после этой школы поступают и получают профессию повара, это замечательно на самом деле, и как раз вот кулинарная мастерская тоже есть в этой нашей школе. В Инте очень активно развивается юноармейское движение. Так, в 2019 году на базе школы номер 9 был создан Центр военного патриотического воспитания. Подробнее о его работе и достижениях рассказали министру образования региона Наталье Якимовой. В нашей школе непосредственно порядком 35 юноармейцев, в целом по городу около 200. В преддверии Дня юнармии мы будем принимать еще около 30 юношей и девушек в наши ряды. Движение растет, как в целом по России, так и на территории нашего муниципалитета. Благодаря слаженным действиям администрации округа, благодаря слаженным действиям силовых структур, ДОСАВ России, Центра спасателей, Спаскоми, Инта, благодаря войсковой части и общественных организаций, ветеранских организаций, нам удается осуществлять патриотическое воспитание молодежи в городе, проводить большие масштабные мероприятия. Такими крупными масштабными мероприятиями считаю турниры, которые мы проводим. На сегодняшний день их прошло уже 7. В текущем году, в апреле месяце, мы провели первый юноармейский туристический слет. Ребятам очень понравилось, так как они смогли немножко переориентироваться от военного направления на повседневную жизнь и оказаться, так сказать, в полевых условиях, побывать в автономной среде.
Интинские школьники принимают активное участие в республиканском конкурсе школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе». Ученики общеобразовательных организаций вместе со своими наставниками разрабатывают интересные проекты, защищают их на республиканском уровне, проходят отбор и успешно реализуют. Я хочу сказать, что ИНТА очень активно, школьники ИНТы очень активны в этом проекте. На самом деле проект очень интересный, но мне он лично очень нравится, потому что это проекты, которые идут от самих школьников. Они придумывают, они понимают, что они хотят сделать лучше, причем абсолютно разные направления, не спортивные направления. Кто-то музей открывает, кто-то реализует творческие свои какие-то идеи, задумки. Очень много национально-культурных проектов. То есть это то, что хочется нашим детям. Это одна история. А с другой стороны, они же получают навык работы над проектом. Это не просто описание идеи, то, что я хочу, это еще и финансово-экономическое обоснование. Каждый проект получает в среднем 90 тысяч рублей, и наши дети финансово планируют. Это тоже хороший навык для их будущей жизни. И вот за 3 года реализации проекта на народный бюджет в школе больше 10 миллионов было направлено на реализацию этих проектов. 129 проектов мы поддержали. И каждый год как раз школьники ИНТы также получают гранты на реализацию своих проектов. Уверена, что этот проект будет дальше развиваться, и то участие наших детей в этих мероприятиях, проектах, они делают их же школьную жизнь интереснее и насыщеннее. В этом году в рамках проекта «Народный бюджет в школе» в гимназии номер 2 пройдут спортивные соревнования «Малые Олимпийские игры». В школе номер 8 будет создан школьный музей. Интинских предпринимателей поздравили с профессиональным праздником. На территории округа осуществляют свою деятельность 610 субъектов малого и среднего бизнеса. Активным, инициативным и деятельным бизнесменам вручили благодарственные письма городской администрации. В рамках торжественной встречи предпринимателям рассказали о грантовой поддержке, моратории на проверки, изменениях существенных условий контрактов, налоговом режиме для самозанятых граждан и ряде комплексных мер поддержки предпринимательства. На территории Интинского округа зарегистрировано 424 индивидуальных предпринимателя. За последние 2 года статус самозанятого оформили 717 человек. Использование налога на профессиональный доход позволило легально вести бизнес без риска получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Быть бизнесменом в нашей стране непросто, а в нынешней ситуации сложно вдвойне. И особенно должны пользоваться уважением те, кто даже в такой непростой ситуации не унывает, продолжает проявлять свою предпринимательскую инициативу, инвестировать в свои проекты и в развитие своего бизнеса своей страны. Сегодня очевидно, что качественное повышение уровня жизни населения невозможно без развития малого и среднего предпринимательства. Организуя свое дело, вы создаете для жителей нашего города рабочие места, обеспечиваете поступление в бюджет, формируете необходимую инфраструктуру жизнедеятельности муниципального образования. Благодаря мерам государственной поддержки развивается социальный бизнес. В Инте такой статус получили 3 предприятия. Они занимаются производством хлебобулочных и кондитерских изделий, физкультурно-оздоровительной деятельностью, ремонтом компьютеров. По итогам 2021 года 6 субъектов малого и среднего предпринимательства получили муниципальную имущественную поддержку. Более 20 – консультационную помощь на базе Центра развития предпринимательства. 10 бизнесменов прошли обучение по различным образовательным программам. Финансовая поддержка федерального и регионального уровня оказана 30 местным предпринимателям. 24 субъектам МСП представлены гранты и субсидии со стороны Федеральной налоговой службы, 4 микрокредитной компании Республики Коми, 3 представителям бизнеса Министерством экономического развития. Понимая сложности, с которыми вы столкнулись в нынешней неблагоприятной ситуации, руководством страны и республики старается использовать все возможные ресурсы для поддержания бизнеса. Муниципальное образование подготовило целый комплекс антикризисных мер в 2022 году для субъектов предпринимательства. В ходе встречи представителям малого и среднего бизнеса рассказали о грантовой поддержке для молодых предпринимателей до 25 лет и как ее получить. Сумма гранта может составлять от 100 тысяч рублей до 1 миллиона. Деньги выделяются на создание и развитие своего дела.
На данный момент утверждается порядок выдачи грантов. Бизнесменам напомнили о необходимости соблюдать ограничения, связанные с режимом повышенной готовности. Масочный режим в Республике Коми пока не отменен. До конца года будет действовать мораторий на проведение плановых проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Также у предпринимателей появилась возможность изменить ряд существенных условий контрактов. Устанавливается возможность изменения существенных условий контракта. Хочу подчеркнуть, что ранее ни 44-й закон, который у нас уже существует много лет, до него был 94-й, ни разу никогда не было на уровне ни российской, конечно, нам это право дала Российская Федерация, аналогичных мер, которые бы позволяли менять существенные условия, за исключением только того, что нам декларирует сам закон, никогда не было. Сегодня это право Федерация спустила вплоть до уровня муниципалитета. Что нужно для того, чтобы поменять эти существенные? Еще раз повторюсь, объем, сроки выполнения работ, сроки выплаты и даже размер по договору. Размер по договору может быть увеличен, но увеличен только в рамках тех лимитов, которые доведены до заказчика, до того бизнеса, до того учреждения, с кем вы заключили контракт. Значит, обязательным условием рассмотрения возможности изменения существенных условий является предоставление документов и информации, которые могут быть приняты в качестве финансово-экономического обоснования необходимости изменения существенных контрактов. А именно, это письма от производителей товаров, то есть сам бизнес с кем-то также взаимодействует. И мы сейчас говорим о письмах от того, кто является поставщиком для нашего бизнеса. Письма от производителей товаров, подтверждающие увеличение стоимости товара. Договоры и счета от поставщиков, подтверждающие увеличение стоимости товара. Письма от транспортных компаний, подтверждающие увеличение затрат на перевозку товаров, увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, разрывы транспортных цепочек. Информация о невозможности поставки товаров импортного производства в связи с возникшими санкциями. Ценовая информация о товарах, работах, услугах, имеющихся в свободном доступе. Это очень важный момент. Мы подтверждение можем брать не сами запрашивая, но и пользуясь единой информационной системой. В рамках рабочего визита в Инту директора автономной некоммерческой организации республики Сергея Жеребцова интинские предприниматели узнали, какую еще помощь они могут получить от государства. Составление бизнес-плана, сертифицирование продукции, организация круглых столов, форумов, поиск иностранных покупателей, оказание маркетинговых услуг – это лишь малая часть того, чем занимается Центр развития предпринимательства «Мой бизнес Коми». Все считают, что бизнесом заниматься – это как-то какая-то свобода, это какие-то снятие ограничений, делай, что хочешь. На самом деле мы прекрасно понимаем нелегкость этого труда и сложность и ответственность не только за себя, но и за те коллективы, с которыми вы работаете, за тех людей, которым вы платите зарплату, создаете социальные условия для жизни. Центр развития предпринимательства – организация, которая создана для того, чтобы оказывать в рамках нас проекта определенные меры поддержки вам во время ведения вашего бизнеса. За активную социальную позицию, участие в благотворительных акциях и в честь празднования Дня российского предпринимательства благодарственными письмами городской администрации в рамках мероприятия были отмечены более 10 представителей малого и среднего бизнеса. С начала специальной операции на территории Украины в Инту приехало 6 человек из Донецкой и Луганской народных республик. Согласно указу президента России, беженцы имеют право на упрощенный порядок получения гражданства нашей страны, а также на ускоренное оформление ряда документов. Прежде чем оформить гражданство России, жителям ДНР и ЛНР необходимо получить разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, стать участником программы содействия добровольному переселению, либо оформить свидетельство о предоставлении временного убежища. Именно последний вариант выбрала Элла. Девушка в марте из-за военных действий покинула Луганскую народную республику. Ее муж – гражданин России, поэтому было решено вместе с 4-летним ребенком ехать в Российскую Федерацию. Местом жительства Инта была выбрана не случайно. Здесь живут родственники супруга. Семья Эллы прибыла на территорию нашего города в конце марта этого года. Муж у нее является гражданином России. Они прибыли с супругом и малолетней дочерью, которая, согласно законодательству, тоже не является гражданкой Российской Федерации. И Элла могла подать документы на получение
либо на вид на жительство, либо на временное убежище. Вид на жительство срок рассматривается заявление до 4 месяцев. Убежище 1 месяц. При этом Элли оформила в приоритетном порядке, сейчас идет оформление документов, рассмотрение заявлений. В течение 2 недель было рассмотрено. Именно по совету сотрудников Управления Федеральной миграционной службы Элла решила сначала оформить свидетельство о предоставлении временного убежища. При обращении, конечно, в наш адрес Эллы, они изначально их неправильно дезинформировали при пересечении границы, что у них ребенок гражданин России, так как папа был гражданином России, то есть они как бы считали так, то есть им было разъяснено, что их дезинформировали. Мы все порядок весь разъяснили, и в принципе вот как раз мы совместно и пришли к тому, чтобы ей удобнее получить временное убежище, и также сейчас с ребенком подать на получение гражданства, чтобы она этим самым сэкономила на госпошлине. То есть если бы она оформляла ребенка отдельно по папе гражданство, то они бы еще затратили оплаченную госпошлину в сумме 3500 рублей. Всего на территорию нашего города прибыло 6 граждан Украины, это вот Элла с ребенком, и еще 4, там получается 3 женщины нетрудоспособные, ну и мужчина, который также у нас будет подавать, планирует на следующей неделе на убежище. Данные гражданки Украины, которые подали заявление уже на вид на жительство, потому что не стали они оформлять убежище, так как они нетрудоспособны, имеют право на выплату пенсии. И имея на руках вид на жительство, они могут уже получать пенсию. С убежищем как бы пенсия не выплачивается. Поэтому они выбрали процедуру для них такую. Данный документ предоставляет Элли право на официальное трудоустройство и дает возможность быстрее оформить гражданство России. Получение убежища дает возможность, во-первых, в приоритетном порядке обратиться для получения гражданства Российской Федерации. Также такие граждане имеют право получения бесплатного медицинского полиса. В ближайшее время Элла займется оформлением гражданства России. Для этого ей необходим минимальный пакет документов, который практически идентичен собранному ранее для оформления свидетельства на предоставление убежища. В связи с установившейся благоприятной погодой в Интинском округе начали наносить дорожную разметку. В первую очередь работы ведутся на центральных дорогах. Коммунальщики наносят на проезжую часть линий, которые разделяют транспортные потоки встречных направлений. Автомобилистам станет ездить удобнее. Работы по нанесению дорожной разметки ведутся в рамках муниципального контракта. На данный момент специалисты подрядной организации уже нанесли разметку на улицах Дзержинского, Воркутинская и Морозова. Этот процесс не быстрый. Перед началом нанесения краски дорога должна быть хорошо очищена от загрязнений и пыли воздуходувным оборудованием. Как правило, краска наносится только на сухую поверхность при определенной температуре и влажности. При благоприятной погоде в ближайшее время линии появятся на всех городских дорогах. Для повышения безопасности дорожного движения также будет обновлена разметка пешеходных переходов. Разыграли мы аукцион. Дался он нам тяжело, потому что, сами понимаете, все цены у нас нынче растут. Суммы маленькие. Делать надо работы, поэтому с 3-го раза у нас получилось разыграть аукцион. 15 мая мы заключили контракт. Контракт у нас с индивидуальным предпринимателем Ковшиковым Антоном Александровичем. К работам он уже приступил. На сегодняшний день уже 2-й день ведется нанесение дорожной разметки. Выкручивали, получилось с горем пополам, но получилось, пришлось все равно увеличить средства бюджета. Добавили мы на дорожную разметку. В итоге у нас цена контракта 3 миллиона. Полностью будут работы выполнены, как и в прошлом году. Полностью весь муниципалитет будет, вся дорожная разметка нанесена. Также будут сделаны пешеходные переходы, ИДНы будут сделаны. Пешеходные переходы, как обычно, будем красить. Вот сейчас нанесение будет разметки и пешеходных переходов и к 1 сентября. Коммунальщики призывают пешеходов и автомобилистов с пониманием отнестись к труду дорожников, объезжать и обходить свеженанесенную разметку. Это позволит сохранить четкость линий и обеспечить нормативный срок службы разметки. Люди должны научиться бережно относиться к окружающему миру. Уметь заботиться о природе необходимо с детства. Интинские школьники участвуют в экологических акциях и вносят свой вклад в защиту окружающей среды.
В мае в школе номер 8 проходил экологический месячник, в рамках которого были проведены различные мероприятия. Тематические беседы и классные часы о бережном отношении к природе, цикл познавательных занятий, различные праздники, субботники и выставка рисунков. В завершении месячника в учреждении состоялся праздник «Эколят», где были подведены итоги проделанной работы. Наша школа уже не в первый раз участвует во всероссийском фестивале «Эколята. Защитники природы». Мы рисовали рисунки, а сегодня мы решили создать такой большой удивительный праздник для детей 1-4 классов. Ребята в очередной раз встретились со сказочными героями, елочкой, шалуном, умницей и Тихоней. При помощи сказочных героев дети еще раз вспомнили о том, как себя нужно вести на природе. Еще раз нам напомнили, что природу нужно любить. И, конечно же, главная наша цель, чтобы дети научились видеть рядом с собой прекрасное, повернулись и увидели маленький листочек, птичку услышали. Очень важно, чтобы дети научились жить в гармонии с природой. Если ребенок умеет жить в гармонии с природой, значит и он как личность состоялся. Он живет в гармонии с собой. И все у него в дальнейшем, значит, получится. В рамках праздника прошла череда мероприятий. С раннего утра учащиеся старших классов учреждения, волонтеры занимались уборкой пришкольной территории. В течение месяца эти ребята раскидывали у школы снег, собирали вытаивший мусор, а сейчас расчищают зеленые газоны от прошлогодней листвы и травы. Другая группа, юноармейцы, под руководством взрослого наставника развешивала скворечники. Эти заготовки были сделаны пару лет назад, но период пандемии так и не позволил их разместить. Часть птичьих домиков были переданы в СЮН, а оставшиеся, наконец, развесили на деревьях при школе. Для учеников младшего звена была организована занимательная игра. В гости к мальчишкам и девчонкам наведались сказочные герои Эколята. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Умница. Называют меня так, потому что я самая серьезная, много чего знаю и люблю рассказывать разные интересные истории. Из всех своих друзей я самая старушка. Тетушка Сова передала нам задание. Давайте скорее узнаем, что это. Я вам раздаю конверты. В конвертах написано, что вы можете делать плюсы, а что вы не можете. И вы должны расставить правильно «да» либо «нет». Тихоня, Шалун, Елочка и Умница подготовили для ребят увлекательные задания. Каждой команде необходимо было быстрее других распределить жилища для каждой лесной живности, вспомнить, как нужно вести себя в лесу и что нельзя делать категорически. Обучающихся 6-7 классов пригласили в игру путешествия «Экологическая тропа». Разминка прошла в виде викторины, в ходе которой ребята вспомнили основные экологические понятия, закрепили полученные на уроках биологии и географии знания. Каждая команда получает рассказ ученика. Ваша задача, у вас есть листочки и карандаши на столах. Вы читаете внимательно рассказ и находите все то, что сделали ученики в лесу неверно. Совершенно неправильно. Вы должны найти практически, я надеюсь, что все ответы. Чем больше ответов, тем больше баллов. Пока участники игры работали над выполнением своих заданий, командам зрителей раздали наборы картинок и эмблем экологической направленности. Используя данный материал, к концу мероприятия эти творческие мальчишки и девчонки должны были разработать плакаты с лозунгами и экологическую газету. В 3 классе в этот момент шел классный час на тему «Земля – наш общий дом». И все болезни природы моментально передаются нам. У города, задыхающегося от автомобилей, началась отдышка. Тут же у жителей начались такие болезни, как аллергия и бронхит. С детьми мы затронули такие важные вопросы, как охрана природы, Красная книга,
Красная книга России, Красная книга Республики Коми, какие животные вымирают, почему так происходит. Также мы с детьми обсудили, что можно сделать для того, чтобы это предотвратить. И самое главное, что они могут сделать, с чего они должны начать, чтобы наша Земля стала лучше, чтобы прекратились экологические катастрофы. Такие темы мы затрагиваем довольно-таки часто. Для учащихся 8-й школы уже не первый год проводятся подобные тематические занятия, которые всесторонне способствуют формированию культуры природолюбия, осознанию того, что они могут стать настоящими друзьями природы. Нельзя портить природу, нельзя обижать деревья, нельзя убивать животных. Люди должны сажать деревья, цветы, ухаживать за животными. Экология нужна, чтобы беречь природу, и не надо рубить деревья, и надо ухаживать за цветами и за природой. Если это не делать, то рыбы и деревья и цветы погибнут. Экология нам очень нужна, потому что нужно знать, что нельзя ничего плохого делать. Нельзя выкидывать мусор, лучше переработать. Нельзя губить животных, лучше размножать их. Кормить, не надо их обижать, не надо рубить деревья. Можно из старых листков сделать новые листы. Все животные, если помрут, если все растения помрут, то и мы помрем, земли не будет. Праздник получился настолько обширным, всего и не охватить. В каждом уголке школы, классе, фойе и даже на улице, то там, то здесь параллельно друг другу проходили многочисленные экологические мероприятия. Воспитание у учащихся стремления к распространению экологических знаний и личному участию в практических делах по защите окружающей среды очень важно, считают педагоги учреждения. Поэтому этот праздник станет последним, но лишь в уходящем учебном году. И в завершении выпуска объявление. В связи с проведением мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, 1 июня с 10 до 12 часов будет перекрыто движение транспортных средств по улице Дзержинского от заезда к дому номер 23 с заездом к зданию городской администрации. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.